Новое радио. Всем большой, огромный салам, всем добрый вечер, это Новое радио, волна 95,5 FM, меня зовут Эдем Перков, и сегодня у нас замечательные гости, которых мы долго ждали, Фердавс Гулмадов, Руслан Яхшибаев и Джавод Раджабов, диджей Джова, которого вы все знаете. Что ж, Фердавс, сразу к вам вопрос, вы директор Camping Village, как появилась идея его создания? Здравствуйте. Сама по себе идея была очень давно. В этом году совместно компания SkyTour и Rush Taxi мы решили, что городская суета немножко надоела нашему народу, и им бы не помешало немножко отвлечься, выехать на природу, почувствовать, скажем так, насыщение кислородом организма. И после долгих поисков, вы чуть раньше спрашивали, как мы наткнулись именно на это место, почему выбрали его. Мы объездили очень много мест и, скажем так, общим коллективным мнением выбрали именно долину Саратак, именно эту местность, потому что она сама по себе уникальна. Помимо того, что она расположена на высоте 2500 метров над уровнем моря, там не характерно для нашей климатической зоны расположена березовая роща. Уникальная по своей красоте. Буквально окунувшись туда, вы ощущаете себя в какой-то сказке, в чем-то нереальном, невозможном. Сама атмосфера данной локации располагает к тому, чтобы человек духом, телом, разумом отдохнул от всего остального, от будней, от всяческих жизненных проблем. Я не знаю, я нахожусь там уже больше месяца, и для меня это прекрасно. Если честно, для меня вообще тяжко возвращаться в город, мне там хорошо. Это моя зона, это моя территория. Вот человек увидел публикации в Инстаграме, да, вот вас сейчас активно рекламируют многие популярные личности города Душанбе, и захотел посетить Camping Village. Что ему нужно для этого сделать? Все очень просто. Ему достаточно набрать номер 77 333 50 50. Ему ответят оператор с компании SkyTour. Они обговорят условия, время, мы организовываем трансфер. И с радостью ждем их и встречаем у себя на территории. А какая температура воздуха? Вот это вот немаловажный... Полностью с тобой согласен. Температура воздуха там от 20 градусов, что крайне комфортно. Там не слишком жарко, там не слишком холодно. По вечерам бывает прохладно, но это горная местность, этого следует ожидать. В принципе, я скажу тебе так, я приехал в город, и мне действительно очень-очень жарко. У нас в Camping Village всегда комфортная температура и атмосфера. А какое время года лучше для посещения кемпинга? То есть он, по идее, должен будет закрыться осенью, я правильно понимаю? Ну, я бы не сказал, что это совсем правильно. Мы пока не можем назвать точных чисел, потому что лично для меня отдых не имеет времени года. Я люблю зимний отдых, например. Неважно, когда ты ставишь палатку и где, главное, чтобы душа легла на территорию, местность, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Как вы втроем познакомились и почему именно втроем решили сделать чапан-пати? Это будет несправедливо сказать, что мы это делаем втроем, это неправильно. Это делаю только я. Нет, это делает наша огромная дружная команда, которая уже давно практически стала семьей. Почему практически? Мы и есть большая дружная семья, которая всегда в бой идет вместе и рядом. Это мы делаем нашей большой дружной семьей. Rush Taxi, SkyTour. Мы всегда вперед. Вот вам еще отдельное спасибо, Новое радио. С Джовой мы познакомились очень давно. А с Русланом относительно недавно, но за короткий период мы поняли, что можно друг другу доверять и положиться друг на друга. Сидели вечером, подумали, решили у костра, что нужно сделать что-то национализированное, какую-то вечеринку. И вот мозг предложил нам версию чапан-пати, все поддержали. И вот теперь всей дружной семьей мы хотим устроить что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее, но в горах. У нас своя Ибица. Такой вопрос. Почему на любых тусовках, где относительно много народу, есть Джова? Всем привет, я диджей Джова. И есть на всех тусовках. Буду говорить я. Тебе надо было сказать это. Я есть он. Я есть он. Почему Джова? Да, я думаю, вопрос очень простой, потому что он лучший. Нету больше комментариев, он просто лучший. Джо, спасибо. Всем привет. Лучший, не знаю, мне судить, скорее всего, вам, мои друзья, мои гости, мои слушатели, люди, которые приходят в те места, в те заведения, где я выступаю, вам судить. Но
Видимо, вот эту вот лучшесть я получил благодаря опыту, благодаря вам. Я получаю, вы всегда знали, куда мне идти, вы всегда меня сподвигали именно в ту струю, волну. Поэтому теперь, наверное, так получается, с ваших слов я лучший. Это и есть, друг мой, семья и команда. Фердав, снова к вам вопрос. Какие возрастные ограничения у людей, посещающих кемпинг? Нету никаких возрастных ограничений у нас нет. Почему? Потому что свежий воздух никогда ни в каком возрасте никому не помешает и не навредит. Зависит единственное от личной непереносимости, там, я не знаю, состояния здоровья. А так нет у нас ограничений. Количество платных домиков, точнее, палатных домиков. Я смогу разместить столько человек, сколько захотят отдохнуть. На эту тему можешь вообще не переживать. На Чапан-пати тоже нет возрастных ограничений? Ну, это уже вопрос к моим друзьям, я не могу на это ответить корректно. Окей, хорошо, Руслан, давайте поговорим с вами. Есть ли возрастные ограничения? Я думаю, возрастных ограничений нету, но есть ограничения по любителям. То есть есть люди, которые любят музыку этническую, да, а есть, которые не любят это. И ограничения здесь больше по вкусу. А какие развлечения вы будете предоставлять? В день вечеринки? Да. Придите, посмотрите. Так, это секрет. В тот день все будет так же в штатном режиме. Также люди приедут, мы их встретим, накормим, разместим, поведем в поход, покажем нашу территорию, природу. Знаешь, вот у нас очень много людей летают за границу, но уверен, что более 80% наших уважаемых таджикистанцев не знакомы еще с нашей природой и не видели всех красот. Например, вот Руслан Яхшибаев был один из первых, кто поехал со мной, когда мы только-только, скажем так, заливали первый кирпичик данного лагеря. И мы его не могли просто оторвать. Он не ел, он не пил, мы бегали за ним с едой. Он не мог оторваться от этих гор, пейзажей, звезд. С открытым ртом ходил и не мог ничего. Я смотрел, как это у нас, это здесь. Все равно, понимаешь, это природа, это горы. 3 часа ночи просыпаешься, Руслана нет. Выходишь, он сидит рядом с фотоаппаратом. Все нормально. Я говорю, друг мой, давай хотя бы одела. Все нормально. И он не отходит от своего фотоаппарата, понимаешь? Поэтому я считаю, что нужно познать себя, свою страну, а потом уже куда-то выдвигаться дальше. То есть вы работаете со Space Art Agency только потому, что вы дружите с Русланом, верно? И потому, что он гений своего дела. Честно, не могу с тобой не согласиться, хотя я часто с ним шучу на эту тему. Но Джавод тут очень правильную вещь сказал, людям судить об этом. Я могу сказать за себя. Мне нравится, для меня он тоже number one в своем деле. Я уважаю его творчество, его работу и его самого. Ну, не всегда, но все же. Спасибо. Ти-Джей Джова, вопрос к вам. Слушаю, привет. Расскажите, пожалуйста, про жанр музыки, который там будет играть, потому что не всем он понятен, нам задают вопросы, что это, как это? Окей, напомню, что это будет Чапан Open Air вечеринка. И музыка будет довольно специфическая. Это будет Ambient and Ethnic Deep House Music. Это довольно специфический восточный хаус. Представьте себе восточные инструменты, восточные мелодии. И это все делается через электронные лупы, электронное добавление музыки. Добавьте это будет это будет очень атмосферно, очень интересно. Сейчас вот Руслан продолжит, а добавьте туда, кстати. Да, добавьте туда людей в Чапанах, нашу прекрасную природу, горы и все просто. И ночные, кстати, звезды. Оттуда звезды. Это, как говорил Фирдаус, 2500 метров над уровнем моря, и звезды там такие яркие, как будто достанешь их руками. Немаловажно отметить, что это будет вечеринка для ограниченного количества человек. Для скольки? Я думаю, у нас 45 билетов, которые мы можем продать. Это 45 человек, которые мы можем разместить. И, если честно, места осталось совсем немного. А как вы выбирали людей? А мы не выбирали, писали те, кто первые, те и попадали. А сколько мест у вас осталось? Осталось меньше 15 мест. До 5. Воу. Я буквально вылетаю из эфира и звоню сразу вам. Ну что ж, именно, пришло время отдыхать без перерыва, поэтому начинаем. Пик этого отдыха, я думаю, будет вечерком в пятницу. Да? Можешь уверенно это утверждать. Итак, Фердавс, к вам вопрос. Почему стоит людям посетить Camping Village? Знаешь, у каждого могут быть свои причины, но я могу сказать одно. Бассейн,
поесть, поваляться на топчине, это можно найти всегда и где угодно. Начиная от зон отдыха, заканчивая соседским двором. А вот это вот получить море эмоций, утонуть в океане звезд, пройтись по березовой роще, ощутить себя в некой сказке, посидеть ночью у костра в компании близких, родных. Да, Джова? Ну или просто знакомых, новых. Так. Абсолютно поддерживаю Фердауса. Это как будто отдельный мир, это как будто отдельное место, Планета. где ты вдалеке от любой цивилизации, и дышится там совсем по-другому. Когда приезжаешь в город, немножко давит. Ну, лично меня, я говорю. Поддерживаю. Ну, по-моему, для меня лично и для многих моих друзей ключевым является то, что все проходит, остаются эмоции и память, и мы готовы подарить вам новый шквал эмоций и новых ощущений. Чем нам запомнится Чапан-пати? Всем. Всем? Поверьте, всем. Вы отвечаете? Да. Что ж, кемпинг Village это? Это мы, это вы, это всем мы. Это Таджикистан. Нового. Это Таджикистан. Новые границы, новые возможности. Познай себя. Это волна 95,5 FM, ведь с нами были Фердавс Гулмадов, Руслан Яхшибаев и диджей Джоа. Пока. До свидания. Всем пока. Новое радио.